Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, в каком состоянии сел за руль водитель «Сузуки», устроивший аварию на проспекте Ямашева. А зачем вы в наручниках? Меня, не знаю, почему-то зацепили. И как он убеждал всех, что он не ехал, а шел. Расскажем, какой вердикт вынесут двум молодым людям за убийство убийцы их тещи. Он напал первым, я просто защищался. А также выведение на светлую сторону. Выпускаемость составила 10%, при допустимых 70%. Как автоинспекторы ищут тонированные машины. Это и не только прямо сейчас. 36-летний водитель «Сузуки» подрезал Kia Rio и устроил аварию на проспекте Ямашева. Водитель корейской иномарки сразу понял, что за рулем «Сузуки» находился сильный нетрезвый водитель. До приезда автоинспекторов он сидел более-менее тихо, а при виде стражи порядка оказал им сопротивление. На мужчину пришлось надеть наручники. С подробностями Айгуль Бадрудинова. Моя машина стоит вот там, далеко. То есть вот это «Сузуки» не ваша? Нет. Едва связывая буквы в слова и практически не в состоянии держаться на ногах, водитель «Сузуки» настаивал. Никакой аварии он не совершал. Якобы его машина стоит во дворе, сам он просто проходил мимо. И в патрульной машине в наручниках оказался совершенно случайно. А зачем вы в наручниках? Меня, не знаю, почему-то зацепили. Вы сегодня выпивали? Нет. Совсем не выпивали? Нет, ни разу. А как так получилось, что вы задели машину? Кого? Авария произошла в 8 часов вечера. Водитель Kia Rio ехал по проспекту Ямашева. Рассказывает, не обратить внимания на «Сузуки» было невозможно. Машина виляла по дороге из стороны в сторону. Чтобы избежать столкновения, водитель корейской иномарки начал перестраиваться. Как-то перестроился слева с центральной полосы направо. Я как-то думаю, что он творит, этот человек. Решил перестроиться на автобусную полосу, думаю, объеду его. И, в общем, получается, он просто решил повернуться в второй полосы, вышел во двор, и меня включился. Избежать столкновения не удалось, и «Сузуки» задела бок Kia Rio. В общем, он вышел, я думаю, вот идет, получается, ко мне навстречу, я к нему навстречу. Ну, как бы шатается, я уже думал, не предположил, что он пьяный. Подошел ближе, думаю, ничего себе, правда, удивился, что он так прям сильно пьяный очень. Запах алкоголя и так далее. Тогда мужчина и вызвал на место автоинспекторов, но водитель «Сузуки» начал сопротивляться полицейским. Чтобы усмирить буйного водителя, они надели на него наручники и посадили в патрульную машину. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался. Теперь за езду в нетрезвом виде водитель «Сузуки», вероятно, будет лишен прав от 1,5 до 2 лет. Ему также надо будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, за сопротивление полицейским ему грозит административный арест до 15 суток. Айгуль Бадрудинова, Елена Соляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Водитель «Хёнды» врезался в автобус накануне вечером в Казани. Как рассказал мужчина, он выезжал с заправки на проспекте Победы и не заметил проезжающий общественный транспорт. Мужчина нажал на тормоз в последний момент. Удар был не сильный, легковушка слегка задела бок автобуса. На место прибыли автоинспекторы, которые оформили ДТП. Водитель «Хёнды» сразу признал себя виновным в аварии. Пострадавших, к счастью, не оказалось. Водитель «Газели» протаранил БМВ в одном из дворов на улице Кулгали. Авария произошла накануне вечером. Как рассказал мужчина, он решил развернуться. Вышло не очень удачно. Попал в колею, из которой грузовик отбросило на припаркованный автомобиль. Удар был сильным, у иномарки смяло бок. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Водителя легковушки в момент аварии в автомобиле не было. Сразу после ДТП водитель «Газели» вызвал на место автоинспекторов и остался дожидаться хозяина иномарки. Более 100 нарушителей ПДД, а именно тонированных не по нормам автомобилей, выявили сотрудники ГИБДД во время специального рейда в Казани. Были и те, кто попадался в руки полицейских с тонировкой повторно. А наказание для любителей излишней темноты в салонах машин Наталья Мезина. Ваш водительский удостоверение, документ на машину, полис оставьте, пожалуйста. Эту «Мазду» автоинспекторы заметили на улице Чистопольская. Автомобиль был весь черный. Тонированные стекла, в том числе передние, боковые и лобовое, и даже фары. Только вот дорогу в этом случае, говорят сотрудники ГИБДД, практически не видно, тем более ночью. Выпускаемость составила 10%, при допустимых 70%. В отношении вас будет составлен административный материал по части 3.1 статьи 12.5. Административный штраф в размере 500 рублей. Как рассказал водитель иномарки, машину он затонировал еще полгода назад. Все это время он спокойно ездил по городу, не останавливали ни разу. Красиво, да, здание? Красиво. Фары, да? Что? Фары, да?
Фары дать не давали. Что делать будете? Будем снимать тонировку. От слов к делу приступил тут же. Ехать дальше с темными стеклами было нельзя. Сколько ездил в темноте водитель рейндж-ровера, мужчина не сказал. Когда стонировали? Давно на такой машине едете? Но дальнейший путь продолжил уже без черной пленки на стеклах. Всего же автоинспекторы выявили 146 автомобилей с не по нормам тонированными стеклами. Из них 2 водителя были задержаны с этим нарушением второй раз. В отношении них были составлены протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. То есть раньше тонировку они не сняли. За это уже грозит административный арест сроком до 15 суток. Наталья Мезина, Елена Соляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. 1 человек погиб в результате пожара в Бавлинском районе. Одноэтажный нежилой дом загорелся на улице Комсомольская в селе Татарский Кандыс. Деревянное строение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Справившись с пламенем, огнеборцы обнаружили в обломках тело 61-летнего мужчины. Причины произошедшего выясняются. Известно, что в доме не было ни света, ни газа. Подпольное казино ликвидировали полицейские в Казани. Незаконный игорный салон находился в подвальном помещении на улице Ломжинская. Оно было оборудовано компьютерами с игровыми платами. Во время визита стражей порядка внутри здания находились 11 игроков и охранник заведения. В ходе осмотра места происшествия в игровом салоне сотрудниками подразделения экономической безопасности было изъято 22 системных блока, 23 монитора, цифровой видеорегистратор и денежные средства. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности игрового салона, по результатам которых материал планируется направить в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Сегодня в Верховном суде вынесли приговор 2 татарстанцам, которые, как доказали следователи, избили 51-летнего жителя Балтасинского района. Да так, что от полученных травм он через несколько недель скончался в больнице. При этом сами подсудимые уверяли, что не хотели убивать мужчину, а пришли к нему с целью обсудить неразрешенные вопросы. Их было немало. К тому же несколько лет назад он убил их тещу и только вышел на свободу. Историю от начала до конца расскажет Айрат Назипов. Он напал первым. Я просто защищался. История этого преступления берет свое начало еще в 2011-м. 10 лет назад житель деревни Большие Лызи Балтасинского района в ходе ссоры убил женщину. Проведя за решеткой 9 лет, 51-летний мужчина вышел на свободу. У него остались неразрешенные финансовые вопросы с дочерьми убитой. При этом сами девушки просто боялись вышедшего на свободу убийцу их матери. К тому моменту обе были в браке. Их мужья сейчас на скамье подсудимых. Именно они, по версии следствия, будучи пьяными, пошли, что называется, по-мужски с ним поговорить. 13 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, узнав, что он освободился из мест лишения свободы и вернулся в родное село, получается, пришли к нему домой и нанесли ему множество ударов по различным частям тела. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары металлической оглоблей, а также деревянной скамейкой, после чего скрылись. Спустя несколько недель мужчина скончался в больнице. Обоих мужчин задержали и предъявили им обвинение в убийстве. Свою вину они признали частично и просили переквалифицировать им статью на менее тяжкую. Уверяют, умысла убивать у них не было. При этом драку, по их версии, начал сам потерпевший. Действия Вагиза не было умысла на убийство. Они с Тугумовым не собирались убивать потерпевшего, поскольку шли с ним на разговор. В руках орудия преступления, предметов, которые можно было использовать в качестве орудия, не было. Выслушав доводы, суд встал на сторону защиты и переквалифицировал действия подсудимых с убийства на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Признать Вагизова Ришата Ильдаровича и Тугумова Рустема Гумаровича виновными в совершении преступления, предусмотрено частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса, и назначить им наказание в виде лишения свободы. Вагизову сроком на 9 лет с ограничением свободы на 1 год, Тугумову сроком на 9 лет 6 месяцев с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание оба будут в колонии строгого режима. Также суд обязал взыскать с подсудимых по 150 тысяч рублей в пользу родственника потерпевшего в качестве компенсации морального вреда, хотя тот просил с каждого по миллиону. Адвокаты подсудимых посчитали такой приговор слишком суровым и намерены подать апелляцию. Сторона обвинения пока не определилась, будет ли обжаловать вердикт. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.